В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. С закрытием ледовых переправ жители Якутии не останутся без транспортного сообщения. Как будет организована перевозка пассажиров через реки Лена, Алдан, Амгай, Вилюй после окончательного завершения работы зимников, узнаем подробности. 5 дней борьбы, напряжения и триумфа. В Якутске завершилась Всероссийская олимпиада по физической культуре. Кто покорил пьедестал, узнаем далее. Защитите себя и своих близких. Якутия присоединилась к Всемирной неделе иммунизации с 24 по 30 апреля. Узнаем, почему вакцинация так важна. Александр Вампилов на сцене Русского театра. Премьерные показы спектакля «Старшего сына» запланированы на 25 и 26 апреля. Омовение ног и причащение, как в Якутске проходит Великий четверг. Узнаем подробности. В Магадане прошло совещание под руководством Юрия Трутнева, где обсуждалась готовность регионов Дальневосточного федерального округа к пожароопасному и паводкоопасному сезону. С начала года в округе зарегистрировано 483 природных пожара, большинство из которых вызваны нарушением правил пожарной безопасности. В 6 регионах введен особый противопожарный режим, а в Забайкальском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации. Для борьбы с пожарами увеличена численность работников пожарной службы. Также обсуждалась готовность к паводкам. Планируется задействовать 545 гидропостов для мониторинга. Работа ледовых переправ завершается. С 15 апреля были закрыты основные автозимники через реки Вилюй и Алдан. Также запрещено движение по маршрутам Хатас-Павловск и Жатай-Техтюр. С 20 по 25 апреля ожидается завершение работы ледовых переправ в арктических районах. Как сообщил на брифинге министр транспорта и дорожного хозяйства региона Владимир Сивцев, все будет зависеть от климатических условий. Взамен автозимников на реках Лена, Алдан, Амгай, Вилюй будет организована перевозка пассажиров на воздушных подушках. С завтрашнего дня автозимник Тюбя-Сангар, ледовая переправа Кангаласы, Сотинцы и основная переправа Якутск-Нижний Бестях также закрываются. Просил бы водителей и перевозчиков обратить на это внимание и не допускать выезд на закрытые переправы. Глава Якутии Арсений Николаев находится с рабочей поездкой в Мирном. Сегодня в алмазной столице республики состоялся корпоративный форум «Алроса Хозактив-2025». Подробности мероприятия в дайджесте новостей. В алмазной столице завершился очередной форум «Хозактив Алроса». Сегодня компания остается важным социальным партнером республики. За последние 10 лет объем налоговых отчислений Алроса в бюджеты республики и районов составил свыше 631 миллиарда рублей. Это находит отражение в развитии республики и улучшении качества жизни каждого ее жителя. Особо отмечу то, что благодаря компании «Алроса» успешно реализуется проект «Местные кадры в промышленность». Свыше трети наших молодых людей, устроенных за последние 5 лет именно по этой программе, свыше 20 тысяч человек, они устроены в предприятии группы компании «Алроса». Мы активно сотрудничаем по всем направлениям, начиная от вопросов образования, заканчивая вопросами экологии. Алроса не сбавляет темп даже в условиях сильнейшего внешнего давления. Реализуются масштабные проекты, строится инфраструктура, внедряются передовые технологии, совершенствуется управление. В условиях санкций мы поставили очередной рекорд исторический по горной массе, выполнили все свои производственные показатели, в том числе по добыче алмазов, выполнили все свои социальные обязательства, реализуем свои инвестиционные проекты. И, конечно, ровно так же будет продолжаться и дальше.
«Алроса» инвестирует 100 миллионов рублей в развитие якутских IT-проектов. Сегодня в форуме «Хозактив-2025» генеральный директор «Алроса» Павел Маринычев и директор Фонда развития инноваций Вера Птицына подписали соглашение о сотрудничестве, открывающее новые горизонты для молодых технологических компаний Якутии. Будут разработаны проекты с привлечением искусственного интеллекта и также в части производства. Такое взаимодействие компания республика, точнее, получает не только развитие IT-отрасли, это поддержка стартапов, создание новых рабочих мест, ну и, соответственно, тоже реализация новых проектов и новых идей. В республике сегодня открывается новый этап – проект «Работающая Якутия. Кадры». И сегодня «Алроса» стала его частью. На форуме «Хозактив» подписано соглашение между «Алроса», Госкомзанятости и Минпромгеологии о взаимном сотрудничестве по реализации проекта. Работающие Якутия кадры, этот проект, основная его цель, безусловно, это трудоустройство граждан из числа местного населения, но тем не менее мы понимаем, что рост экономики без в целом трудового ресурса, без обеспечения компаний высококвалифицированными специалистами в нужные сроки будет достаточно сложен. Поэтому в этом проекте мы предусмотрели как раз то взаимодействие, которое поможет компании в нужное время подыскать тех самых специалистов той квалификации и тех компетенций, которые будут необходимы. Каждый год участники форума «Алроса Хозактив» демонстрируют высокую вовлеченность. Звучит много содержательных вопросов о развитии производства, качестве жизни людей, перспективах развития. Это говорит об одном – люди неравнодушны. Они живут судьбой компании, судьбой своих городов, поселков, сел, судьбой всей Якутии и России. Анна Васильева, Мирный. Очередная партия гуманитарного груза для нерюнгринцев, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции, прибыл в один из опорных пунктов Донецкой Народной Республики. В составе делегации районной администрации на доставку помощи землякам отправился и наш военкор Иван Лазаренко. Квадроциклы и мототехника для штурмовых бригад, вездеходы повышенной проходимости для бригад эвакуации, электрогенераторы и многое-многое другое удалось доставить в зону СВО благодаря планомерной и постоянной работе Нерюнгринской районной администрации, благотворительного фонда «Зов Севера», всех волонтеров и неравнодушных нерюнгринцев, оказывающих постоянную помощь землякам. Передаем гуманитарный груз нашим парням, которые прибыли со всех направлений, и Донецкое направление, и Запорожское направление. Передача у нас и Мавики 3 Pro. Касатка нормальная тема, да? Все четко. Булаты, дрон-определители Булат, которые сейчас очень современная, такая хорошая, нужная история, которая реально спасает жизни парням, значит, которые понимают, где находятся эти дроны. Передаем оборудование, это дронные системы «Ромашка». Тоже очень серьезная, нормальная тема, которая, я уверен, на фронте сегодня нужна. Ну и, конечно же, уважаемые земляки, вот масс-сети, которые вы своими руками плетете, сегодня они уже на фронте, уже будут спасать, маскировать наших солдат, маскировать технику наших ребят. Кроме техники, очень большое количество заявок от бойцов идет на антидроновые одеяла, пошив которых волонтерскими организациями в Нерюнгринском районе поставлен практически на промышленный поток. Благодаря уникальным технологиям и материалам эти одеяла спасли уже не одну солдатскую жизнь. Ну, во-первых, подвоз БК на технике, закрывается техника, двигатели, тепловые следы, чтобы не было видно вот с таких вот дронов, как Mavic 3T там, и тому подобные птицы, которые ночью просвечивают тепловой след. Закрываются двери в землянку, потому что находишься в землянке, холодно, особо не потопиться. Но опять же таки, где-то кто-то все-таки обогревается, чтобы тепло не выходило, чтобы не закрывало. Чтобы, наоборот, закрывал тепловой след из землянок. Как говорится, в окопах атеистов не бывает. По сложившейся традиции всю прибывшую технику осветил батюшка, пожелав бойцам удачи на передовой и скорейшего возвращения к своим родным и близким. В этом пекле войны, вот в этих страшных, тяжелейших испытаниях, которые сегодня солдат испытывает на передовой,
Вот, особо важны моменты, которые касаются нашей души, потому что когда с тобой рядом смерть, когда с тобой рядом такие испытания, как смерть твоих друзей или ранение, или еще что-либо, вот, тебе, конечно, необходимо особо духовные вещи, потому что человек задумывается, а что будет дальше после смерти. Формат боевых действий за последнее время кардинально изменился. Беспилотные летательные аппараты сейчас одна из мощнейших сил атаки. Дроны постоянно совершенствуются, и для раннего обнаружения и борьбы с ними необходимы самые современные средства радиоэлектронной борьбы. На Луганском направлении такое оборудование было передано артиллерийскому подразделению и отряду «Барс-2». Признательны за рэпы, которые нам не хватает. Очень много дронов, очень много атак у нас. Рэпы очень помогают нам. Также рации, связь у нас, постоянно перехваты. А вот такие рации, они как раз цифровые. После перепрошивки враг уже меньше пеленгует нас. Работа по сбору и доставке необходимого нерюнгринским бойцам не прекращается. Поставки гуманитарной помощи воинские подразделения идут без сбоев. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. 6 медалей у Якутии на Всероссийской олимпиаде по физкультуре. В Якутске завершился финальный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Более 280 участников и 150 сопровождающих из 81 региона страны приехали в столицу республики, чтобы побороться за звание лучших. Якутию представили 8 спортсменов из Якутска и Нерюнгри. В течение 5 дней школьники демонстрировали свои знания и навыки в теоретической и практической частях. Помимо соревнований для участников была подготовлена насыщенная культурная программа, включающая экскурсии и просмотр фильма «Триумф». Тренеры прошли курсы повышения квалификации. Те, кто сегодня собрался в зале, и те, кто к нам приехал, это уже победители, потому что отбор прошли далеко не все. И те, кто самые талантливые, целеустремленные, решительные, удачливые, они сегодня у нас присутствуют на закрытии. И я пожелал всем им больших успехов для того, чтобы они чувствовали поддержку. Они абсолютно взрослые, готовые к жизни, к победам, к устремлениям. И я надеюсь, что в ближайшее время уже их профессиональный путь у многих сложится в связи с профессией, связанной с физической культурой и спортом. Добиться иммунизации для всех в наших силах. Под таким девизом по всему миру стартовала ежегодная неделя иммунизации. С 24 по 30 апреля жителям республики напомнят о важности вакцинации для защиты от опасных инфекционных заболеваний. Подробнее о том, как проходит акция в Якутии, смотреть в сюжете Даяны Федоровой. Эпидемиологи, аллергологи и иммунологи обсудили актуальные вопросы вакцинопрофилактики. В рамках Всемирной недели иммунизации Минздрав и Роспотребнадзор Республики организовали научно-профилактическую конференцию. Обычно на этих семинарах мы всегда обсуждаем вопросы по как лучше организовать прививочный процесс, какие методводы нужно пересматривать, какие новые вакцины появились. То есть это вот такая профессиональная подготовка медицинских работников в плане, чтобы увеличить их знания и помочь им в организации этой иммунопрофилактики для населения. Иммунизация касается как новорожденных детей, школьников, так и взрослое население. О важности иммунизации говорить не приходится. Благодаря ей ежегодно в мире от 2 до 3 миллионов человек остаются в живых и не становятся жертвами инфекций. Хотелось бы предостеречь родителей в плане того, что нужно подготовиться к каникулам, потому что дети поедут в пионерские лагеря, есть риск заразиться и кишечной инфекцией, и другими. Да? Помимо обязательных прививок сделать еще и дополнительные все прививочки. Каждый человек у своего участкового врача должен уточнить, какие прививки необходимо сделать. Медицинские работники расскажут о значении вакцин и ответят на интересующие вопросы. Приглашаем всех жителей столицы пройти вакцинацию осень-весна и также по календарю. Прикрепление не обязательно, может любой подойти и получить вакцину. Для того, чтобы получить прививку, сначала нужно получить разрешение врача. Специалист проверит ваше самочувствие, наличие сертификата и сведения о ранее полученных прививках. Если врач разрешит, то вакцина будет поставлена. Получим.
Своевременно проведенная вакцинация предупреждает развитие болезни. Всемирная неделя иммунизации – шанс защитить своего ребенка и себя уже сегодня. Даяна Федорова, Джулстайн Накентьев, Якутск. Более 300 учеников, педагогов и родителей школы номер 3 города Ленска приняли участие в масштабном мероприятии, посвященном 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Образовательное учреждение превратилось в настоящий центр патриотизма и творчества. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Участниками мероприятия стали ученики школы. Юные артисты погрузили гостей в атмосферу военного времени. Ребята из начальных классов подготовили локацию «Дети войны». Каждый из них проникся своей ролью, погрузив зрителя в те страшные годы войны. Среди них были истории детей блокадного Ленинграда, тех, кто трудился в тылу, воевал и был партизаном. Чтобы услышать историю, нужно было просто прикоснуться к импровизированным восковым фигурам, которые потом оживали. Потом меня сильно ранило. Я лишился кисти правой руки. Я с трудом вырвал чеку и лег под танк. Раздался взрыв. Мы решили подойти к этой идее так, что не просто поставить экспонаты, да, чтобы люди прошли и посмотрели, чтобы именно нес воспитательный характер это мероприятие. Дети готовили информацию о героях той войны, чтобы они как бы сами окунулись в то тяжелое, трудное время. 11-классники подготовили курс молодого бойца. Гости должны были на время одеть берцы, собрать автомат, сделать перевязку раненому, почистить картошку и даже расшифровать азбуку Морзе. Очень интересное, веселое задание. Всем участникам понравилось. Я успела одеться на время, шнуровать берцы, потом успела разобрать и собрать автомат Калашникова и прошла тактическую медицину, где завязала бинт на раненого, потенциального раненого человека. В соседнем кабинете ребята показали военную технику. После играли военные игры на приставке. Тут же представлен был блокадный Ленинград и небольшое меню тех страшных лет – каша и чай. Этажом выше ученики рассказали гостям историю блокадного хлеба. Это вся еда на весь день. В декабре выдавали 125 грамм хлеба для взрослых и детей, а для солдатов и рабочих выдавали 250 грамм хлеба. Не могли ребята не рассказать и о роли женщины на войне. Не покладая рук, на фронте они помогали поддерживать в чистоте одежду бойцов, как ценой своего здоровья днем и ночью трудились на заводах, работали медсестрами и воевали на фронте. Сценка рассказала зрителям о том, что придавало женщине силы в сложные моменты жизни, а также о вере в победу, в будущее и в любовь. Очень приятно видеть во всех участвующих. Довели до слез директора. Да, многие не сдерживали слез. И вообще, знаете, учитывая, что дети есть разные, классы есть разные, поэтому для нас на таких мероприятиях дети тоже открываются. Ну, было очень трогательно. Поразило то, какая поисковая работа была проведена. Ну, вообще, ребята, конечно, молодцы. Низкий им поклон, что они вот на такие мероприятия еще способны. Конечно, говорили и о специальной военной операции, о героях, которые сегодня ценой своей жизни охраняют наш покой. Подготовка к мероприятию была долгой и плодотворной, длилась целых 3 месяца. Задействованы были все – и ученики, и педагоги, и родители. Все получили непередаваемые эмоции. Мероприятие прошло на ура, масштабно и зрелищно. Ну, вкусно кормили, интересные локации были, сцены были очень прикольные, мне понравилось. Больше всего мне понравилось у началки. Там надо было докоснуться до человека, они тебе показывали сцены. Заместитель директора отметила, что патриотическое воспитание – приоритетное направление работы в школе. И очень приятно, когда ученики проявляют искренний интерес к истории своей страны и своего края. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Национальной оперы «Олонхо» Нургун Ботур представили в Ялте. Как отмечают организаторы, премьера прошла с большим успехом, а жители южного города впечатлены масштабностью постановки. Напомним, команда Якутии отправилась в Республику Крым в рамках проекта «Я плюс Я», направленного на межкультурное взаимодействие регионов России. С другими просветительскими мероприятиями делегация также посетит Алушту, Симферополь и Севастополь. Исполнитель главной роли в опере Нургун Ботур Александр Емельянов выступит с концертными номерами и проведет мастер-классы по вокальному мастерству для учащихся детской школы искусств.
Великолепная постановка, поражает масштаб, поражает количество на сцене людей. И настолько интересно, вроде бы казалось, там 20 с каким-то количеством времени, а пролетает как одно мгновение. И самое интересное для меня было это сочетание оперного пения и таких красочных, подчеркивающих национальных мотивов. Это было потрясающе. Мне очень понравилась опера. Она была очень красивая и масштабная. И была очень впечатлительная и яркая. В Русском театре готовят премьеру. Спектакль «Старший сын» по пьесе драматурга Александра Вампилова. Главную роль в постановке исполняет заслуженный артист Якутии, заслуженный артист России Эдвард Скупшис. Подробности подготовки нового спектакля расскажет Александр Хавренко. Эдвард Скупшис – любимец якутской публики. Но в последнее время на сцене он чаще появляется в небольших ролях. И многие ждали, когда же Скупшис выйдет в большой роли. И вот случилось. Эдвард Скупшис репетирует главную роль в спектакле по пьесе Александра Вампилова «Старший сын». Получив эту роль, заслуженный артист России ни минуты не колебался и сразу понял – Андрей Сарафанов – это роль для него. Персонаж настолько цельный и положительный, в хорошем плане, в сценическом плане его он не такой уж весь положительный, так будем говорить. Он не есть, он сложный, он ну, если говорить об этом, что блаженный, значит, в нем что-то есть заложено такое, что надо здесь на сцене откопать, показать. И, во-первых, это сделал за нас уже Вампилов. Тема отцов и детей, тема разницы поколений просматривается не только в самом спектакле, но и в актерском составе. Вместе со старожилом русского театра Купшисом на сцену выйдет один из самых молодых артистов театра Семен Романенко. С Эдвардом работать вообще для меня честь. Я очень давно хотел с ним поработать. И вот пришел тот момент, когда это случилось, и Эдвардас всегда поможет, всегда подскажет, что-то посоветует. И на самом деле работа с ним – это что-то великолепное. Несмотря на то, что пьеса была написана 60 лет назад, темы, которые поднимает автор, актуальны и сегодня. Так считает и исполнительница роли Нины Сарафановой, актриса Дарья Рокачева. Будет всем интересно, потому что это достаточно актуальная пьеса, на то это и классика, потому что классика актуальна во все времена. Здесь все-таки показано вот это непонимание как раз поколений друг друга, то есть эгоизм героев, который потом в финале перерастает вот в настоящую эту любовь и единение. Мне кажется, это будет близко каждому зрителю, это очень актуально. Режиссером постановки выступает Борис Ярош, известный якутскому зрителю по работе над спектаклями «Безумный день» или «Женитьба в Фигаро» и «Боинг-Боинг». Премьерные показы пройдут 25 и 26 апреля. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск. Великий или Чистый четверг сегодня отмечают верующие. Четвертый день Великой Седмицы, Страстной недели в христианстве имеет особое значение. В том числе и для якутских верующих, которые сегодня собрались в Градоякутском Преображенском соборе, где прошла литургия и другие таинства. Тему продолжит Саргалана Неустроева. Архиепископы и епископы, весь священнический, диаконский и монашеский чин, благотворителей и жертвователей, настоятеля, братьев и прихожан святого храма сего. Богослужение Страстной недели – это не столько праздник верующего, а сколько напоминание ему о смирении и жертве Спасителя. Значимость Великого Четверга подчеркивается и тем, что в этот день вспоминают тайную вечерю Христа. Умирающий человек, братья и сестры, не мог бы даже помыслить, что Бог придет на землю, станет человеком, приняв на себя нашу плоть. И в нашем времени все могут в это поверить. Умрет за нас, умрет. Вспоминают и то, как Иисус Христос омыл ноги 12 своим ученикам. Сегодня это таинство, если хотите, обряд, проводит исключительно в кафедральных соборах, в том числе и в Якутском Преображенском. Здесь 12 апостолов заменяют священнослужители, а ноги им омывает архиепископ якутский и ленский Роман. И сегодня это священное действие мы совершили здесь, в кафедральном соборе, уже который раз.
И это очень трепетно всегда, очень трепетно и для тех, кто совершает, для тех, кто смотрит, потому что буквально на глазах воспроизводится вот эта картина действия, когда ради смирения, ради уважения к ближним Господь склоняет свои ноги и умывает водой, а потом оттирает полотенцем. Смиренны и те, кто собрался в этот день на богослужении. Для каждого из прихожан литургия не просто важна, она необходима. Кто-то готовится к ней еще задолго до Великого Поста, кто-то решил уделять походам в церковь больше времени, чем в прошлом. И за каждым этим действием стоит свой смысл. Какое-то благоговение, какую-то радость, скорбь, все вместе, как-то все сливается, интересно. Ну, невозможно это, конечно, объяснить словами. К этому надо подходить не сразу, не с первого дня Страстной недели, а в течение самого всего поста. И даже еще заблаговременно перед постом это начинается время. Вместе с Богом, вот с Его всеми испытаниями пройти вместе с Ним всю эту неделю. Поэтому я стараюсь вот на эту неделю каждый день, не каждый день, но вот со среды приходить в церковь и молиться вместе с Богом. Впереди у православных христиан Великая Пятница, а затем 19 апреля в Иерусалиме по традиции сойдет благодатный огонь. В Якутске это событие ознаменуется полуночницей с каноном и крестным ходом священнослужителей Преображенского кафедрального собора. Сарглана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Всего хорошего и до встречи в эфире.